эфира, напоминаю, политубежище Соединенные Штаты Америки. Да, про визу сейчас будут рассказывать. А, Добрый вечер да, еще раз, Александра. Мы да, приносим да, извинения, да, у нас технические да. какие-то неполадки. Поэтому, пожалуйста, давайте начнем с основных положений. Мгм. Уважаемые подписчики и гости канала, отправляйте свои вопросы. Александра будет в эфире минут 40, да, Александра? Мы уложимся в это время Мгм. и постараемся ответить на вопросы, которые поступили и в директ, и в прямой эфир. Но сначала те вопросы, которые были в директе. Основные положения данной визы. Что это такое? Расскажите. Мгм. Статус политического убежища — это даже не виза, а это такой гуманитарный статус, который предоставляется лицам, которые испытывают преследование или притеснение в своей родной стране. То есть это, по сути, защитный статус, это как защита от своей, грубо говоря, родной страны, от государства из-за страха возвращения туда. Человек подозревает, что, скорее всего, его или будут преследовать, или у него было преследование реальное в прошлом, то есть что-то одно. Всего вот по конвенции о беженцах, да, насколько знаю, есть 5 оснований для предоставления данного статуса. Этот статус может запросить любой человек с любой точки мира, в том числе с России, из Якутии, если, например, у него есть вот одно из этих 5 оснований. Первое — это политическое мнение, то есть человека преследуют за выражение его позиции. Второе — это национальность. Если человека, например, преследовали в центральном городе, притесняли именно из-за его внешности, ну, то, что не является редкостью, и при этом, допустим, он обращался в правоохранительные органы государства, но государство не предоставило ему защиту, не смогло его защитить. Что-то со связью, Александра. Да, Да, все слышно. слышно. Да. Да, то есть если, например, человека притесняет, он обращался за защитой к государству, а государство его не защитило, то есть для такого человека, опять же, угрожает опасность. Третье основание — это раса. Ну, национальность, раса плюс-минус похожи, просто национальность — это более узкое понятие, чем раса, да. Раса — это скорее по внешности, а национальность уже конкретно вот из-за какой-то идентичности человека. Четвертое основание — это, допустим, ЛГБТ, то есть принадлежность к нетрадиционной сексуальной ориентации. Мы все знаем, что у нас очень сильная гомофобия, принимаются законы против представителей ЛГБТ, то есть их преследуют, назначают уже в последнее время штрафы, ну то есть это уже нонсенс идет, поэтому эти люди тоже получают вот именно такой защитный статус, они тоже его запрашивают. Потом за принадлежность к какой-то социальной группе, в принципе, тоже можно получить. То есть социальная группа какая-то узкая. Например, раньше было такое, что предоставляли даже жертвам домашнего насилия. Такое тоже было. В последнее время практики как-то не особо много есть. Но вообще такое тоже возможно, что какой-то узкой группе людей за их преследование, за отсутствие защиты в родном государстве тоже вот дают такой статус. Этот статус позволяет человеку легализоваться в США навсегда. Если он получит данный статус, то ему выдают на основании данного статуса грин-карт, вид на жительство. И если он по данной грин-карт, по виду на жительство проживет в США 5 лет, то он уже может претендовать на гражданство. Вот, это основные положения. То есть тут важно именно принадлежность к защитной категории, должно быть одно из 5 оснований. Ну, как правило, у нас в России это либо политика, либо это национальность, национальный вопрос, либо это ЛГБТ. И Хорошо. должно быть преследование или страх будущего преследования. А как его доказать, это преследование? Преследование бывает прошлым, оно уже состоялось. То есть в таком случае у человека есть приводы в полицию, повестки в полицию, возможно, у него есть какие-то административные, уголовные дела уже заведенные. Это преследование в прошлом. Также есть такое понятие,
как страх будущего преследования. Человека пока не преследовали, но есть реальный обоснованный страх, что его будут преследовать. И это не то, что человеку просто так кажется, а это именно то, что действительно реально. По судебной практике, по тем прецедентам, которые есть в США, достаточно доказать 10% вероятность будущего преследования. То есть судья будет оценивать вероятность. Насколько вероятно, что вот конкретно данного человека будут преследовать. Если есть хотя бы 10% вероятность, он должен предоставить убежище. Вот. Но по сути это тоже надо доказать, потому что обычно доказывается эпизодами прошлого какого-то притеснения. Например, к человеку приходили домой. Очевидно, что, скорее всего, им заинтересовались. При этом нужно понимать, что человек должен, если он говорит, меня будут преследовать за политическое мнение, очевидно, что значит он это мнение где-то публично выражал. Не так просто, что он сидел дома на кухне с друзьями, обсуждал политику, нигде не выражал, но ему кажется, что его будут преследовать. Это не будет уже страхом. Судья скажет, ну вы же нигде не выражали, и значит ваш страх нереальный, необоснованный, то есть вам кажется. То есть действительно человек должен выражать публично, это должны все знать, преследователь должен знать об этом. Окей, хорошо. А какие изменения произошли 11 мая в законодательстве Соединенных? Там на самом деле никаких изменений не произошло, просто поменялся порядок пропуска на границу. Как можно попросить ПУ? Двумя способами. Либо нужно приехать по турвизе в США, либо, если такой турвизы нет, либо в ней отказали, придется переходить границу Мексики и США. То есть у нас два варианта. Либо турвиза, либо Мексика, что-то одно. В принципе, если турвизы нет, можно поехать в Мексику и просто перейти границу, записавшись через приложение CBP One. И вот 11 мая там просто поменялся немножечко регламент прохода через вот это приложение. С 11 мая все, кто хочет попасть на территорию США, чтобы запрашивать там политубежище, для того, чтобы стать беженцем, даже не обязательно запрашивать ПУ, а просто чтобы зайти как беженец, они должны использовать вот данное приложение CBP One, которое специально было выпущено в этом году демократической властью США, Байденом. Он специально создал это приложение, чтобы люди могли записываться и нормально, легально через КПП проходить. Вот. И, по сути, 11 мая что там? То есть людям запретили проходить огородами, пешком, на машинах. Сейчас нужно использовать только вот это вот приложение. Тогда переход границы будет максимально лайтовым. Да. Понятно. Теперь все ясно стало. То есть вот то, что пугали, что будет сложно или будут какие-то проблемы, препоны, такого нету. Все как бы Сложно только записаться через это приложение, потому что дикая конкуренция. Поменялся порядок записи. Раньше надо было на удачу записываться, ловить каждое утро вот эту запись. А сейчас немножко поменялся регламент. Нужно отправлять через это приложение запрос. И такой же запрос отправляют еще десятки тысяч людей. И вот власти США будут решать, какой из этих запросов удовлетворять. И, как правило, скорее всего, в порядке очередности они его будут удовлетворять. А очередь-то огромная, да, поэтому только в этой части сложно. То есть придется людям ждать, да? Получается, Да. соискателям ждать в Мексике придется неопределенное Да. количество месяцев, Да. недель. Да, сложность в этом. В принципе, вот до изменений, до 11 мая наши земляки записывались в среднем за 2 недели. В среднем они ловили эту дату, кто-то на 9-й день, кто-то на 14-й. И вот один мужчина поймал на 30-й день вот эту вот запись, дату. И вот недавно, вчера, по-моему, или позавчера он прошел. А сейчас, после 11 мая, там же нужно именно не самому ловить запись, а просто запрос отправлять и ждать, когда его удовлетворят вот эти вот офицеры. Понятно. И пока мы не знаем отзывы после 11 мая, я смотрю, кто как записывается. Ну, пока мы отзывы. Хорошо, давайте я поняла, да, это были общие положения. Давайте мы немножко отмотаем назад. Вот мы сидим в Якутске и решили
там участвовали мы в митингах, у нас антивоенная позиция, был звонок, скажем так, от товарищей наших, да, Мгм. из ФСБ, и вот человек считает, что его будут преследовать. Что нужно сделать перед тем, как решиться вот на этот шаг и Мгм. ехать там в Мексику? В Мексику виза не нужна россиянам, я так Виза не понимаю. нужна. Мгм. Первое, нужно решить финансовый вопрос. На какие деньги Мгм. человек будет ехать, билеты, это все очень дорого стоит. Если осталась недвижимость, которую надо продать, значит, надо оставить генеральную доверенность. Причем не Мгм. просто общего характера, а конкретная доверенность на продажу конкретного имущества. Решить какие-то незавершенные дела, передать дела, допустим, да. Потом, насчет сбора доказательств, желательно сразу с собой взять то, что есть по делу. Если, да, были постановления о привлечении к ответственности, повестки, не знаю, в полицию, это все, конечно, с собой забирать. Мгм. Ам, Далее как? Нужно спланировать свой трип. Обычно люди летят в Мексику через Киргизию или Казахстан. Мгм. Земляки наши почему туда летают? Они делают себе банковскую карту. Допустим, человек решил финансовый вопрос, он нашел деньги на путешествие, на вот этот трип. Мгм. Вторым пунктом является сделать себе банковскую карту, виза, Мгм. международную, которая будет работать по всему миру, потому что наши российские карты вообще не работают нигде. Ни в Киргизии, ни в Казахстане, ни в Мексике. То есть будет проблема, как перевозить деньги. Наличка из России можно вывести только по 10 тысяч долларов на человека. И если человек продал квартиру, вопрос, а как вообще, да, вот, Мгм. например, выводить деньги. Например, можно сделать банковскую карту в Кыргызстане, Мгм. и тогда деньги можно будет прямо на Кыргызстан переводом отправлять со Сбербанк онлайн. Это бесплатно. Либо можно сделать Бакай банк, либо можно в Казахстане сделать, и в принципе они с российских карт можно туда перекидывать, и потом там уже покупать доллары. И так можно вывести деньги. Потому что Мгм. наличкой можно только вот 10 тысяч долларов на человека. Криптовалюта. Криптовалюта. Да, криптовалютой тоже, те, кто знает, как пользоваться, тоже через криптовалюту вывозят. Мгм. Мгм. Да. Следующий шаг, хорошо, в Киргизию мы приехали, карту сделали, далее мы летим в Мексику. Рекомендуется маршрут через Дубай. Это самый Мгм. безопасный, проверенный маршрут, но не единственный. Мгм. Надо долететь до Мехико. Как правило, летят с Дубая до Мехико с технической остановкой в Барселоне. Техническая остановка – это значит, что виза не нужна. Мгм. Не рекомендуются рейсы с пересадкой в Европе, в таких городах, как Париж, Амстердам. Просто не садят на самолет. Даже если виза не нужна, просто человека не садит. Уже несколько случаев среди наших земляков. Они купили, допустим, до Мехико билеты, потому что такие билеты дешевле. Например, через Париж. И человека просто не садит, и он вынужден покупать второй раз авиабилет уже с технической остановкой в Барселоне. Там Не, да. нормально. Не садят, потому что человек может выйти из самолета и в транзитной зоне также потребовать убежище. И ему должны его Да. предоставить. Это тоже один из вариантов выезда за границу. Поэтому россиян не сажают на такие самолеты. Дальше, хорошо. Мгм. Перед вылетом в Мехико Мгм. человеку не надо делать визу, но надо сделать электронное разрешение. Мгм. Электронное разрешение делается на специальном сайте, ну, он вообще доступный, проблемы найти его нет, то есть я могу скинуть, там земляки могут его скинуть, да. На каждого члена семьи, включая младенцев, делаете электронное разрешение, за 2 минуты приходит оно, всем дают. И его просто распечатываете. Это Мгм. не виза, это такой вот облегченный, скажем, визовый режим, скажем так, электронное разрешение. Его обязательно распечатывайте, потом распечатываете билеты сами и обратные билеты. Обратные билеты обязательно. Если человек летит в Мехико, и у него нет обратных билетов, его не пускают в страну, потому что он въезжает в Мехико как турист, Мгм. и если у него нет обратных билетов, значит, его подозревают в иммиграционных намерениях в США. Все знают в Мексике, что люди приезжают ради этого. Мгм. И на этом основании его садит обратно в самолет той же компании, которой он пролетел.
Мгм. обратно он летит к себе. И даже его, скорее всего, на самолет не посадят без обратных, потому что авиакомпании знают про это. Мгм. Понятно. То есть нужно это 100% нужно сделать. А вот Да, гостиницы, все прочее, это нужно забронировать заранее на все время да, пребывания. да. Желательно забронировать. В принципе, есть бесплатная бронь букинги и распечатать. Это все будет проверяться в аэропорту. Без этого Мгм. могут не посадить на самолет, без этого могут не впустить в страну. Если все нормально, вы прилетели в Мехико, ваши брони посмотрели, билеты посмотрели, обычно ставят штамп на 180 дней. Обычно. Но некоторым нашим землякам не повезло, им поставили всего лишь на 20 дней разрешение на пребывание в стране, кому-то на 30 дней. Но, тем не Мгм. менее, они с этим справились. То есть даже при наличии 20 дней они просто Мгм. полетели в приграничный город, тихонечко сидели там, не показывались никому. Мгм. 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 Хорошо. Вот я буду некоторые вопросы сразу озвучивать из директ, да, по теме. Семья из 5 человек, 3 детей, 10, 8, 3 года. Сколько нужно денег? Хватит ли нам Мгм. 2-2,5 миллиона рублей Два с половиной, да, может хватить. на семью? Сейчас же так, ну, до этих изменений 11 мая точно бы хватило. Сейчас, после 11 мая, я бы хотела посмотреть на отзывы людей, которые будут записываться. Как Мгм. быстро они запишутся? Не будет ли такого, что надо ждать 2 месяца, 3 месяца? Все Да. зависит от ожидания. Каждый день проживания, да, грубо гостиница в среднем стоит $100. В Американские. Мексике очень Мгм. дорогие. В Мексике, да, очень дорогие гостиницы, большой наплыв туристов. В среднем $100, есть и дороже за 150, есть и дешевле, конечно. Дешевле, как правило, это уже такие не очинские варианты. Но, в принципе, можно найти подешевле на Airbnb и так Мгм. далее. Если просто гостиница, то $100 в день. Потом, ну, конечно же, еда. Самая дорогая статья расходов – это авиабилеты. Мгм. На авиабилетах, в принципе, можно сэкономить, если вы найдете другой альтернативный маршрут, но с этим очень осторожно, потому что если, например, поехать через Турцию, то там могут развернуть с очень высокой долей вероятности. Люди летали через Боготу, через Кубу, через Турцию. Через Турцию очень много разворотов. Через Дубай. Через Дубай билеты очень дорогие. Это самые дорогие билеты, потому Но что это компания гарантированно, Emirates. но гарантированно можно долететь. Но зато 99%, что, скорее всего, ничего не будет и гарантированно долетаешь. Да, гарантия высокая, разворотов очень мало, единицы практически нет. Но билеты самые дорогие, к сожалению. То есть Мгм. на семью, например, из 4 человек, вот мы потратили сколько? Эти билеты Мгм. Emirates, обычный эконом, стоили 600 тысяч рублей туда-обратно. Добро. Я специально купила туда-обратно, но из них я вернула за обратные билеты 200 с чем-то. То есть, по сути, обошлось 400. Это Мгм. такова цена этого перелета. Дешевле мы не Ой-ой-ой. нашли. Да. Да, мы старались там, да, ну, такие вот Мгм. цены именно этот билет. Вопрос, вопрос в тему. А через Кубу статистика какая? Через Кубу Куба. мало кто летит. Мгм. Да, Мгм. летают, но развороты могут быть, в Мгм. принципе. Просто Понятно. я знаю тот самый надежный маршрут, которым большинство летает, и по которому все проходят, и земляки, и россияне. Мгм. Конечно, Мгм. можно посидеть в чатах и поискать отзывы. Да, через Кубу тоже умудряются Мгм. летать. Да, вот пишут. Значит, я читаю сначала вопросы из директа. Задавайте вопросы, у нас будет время, я все озвучу. Так, ну здесь были вопросы, которые мы уже, наверное, немножко затронули. Чем отличается простая эмиграция от политубежища? Есть простая эмиграция в Соединенные Штаты? Да, конечно, есть простая миграция. Можно приехать по другим визам, можно приехать по туристической визе, просто поменять статус, например, на рабочую. Многие так делают. Есть визы талантов и B1, и B2. Они сейчас очень хорошо одобряются. Россиянам прям хорошо дают. Среди якутян уже есть люди, которые вот по EB2, например, получили грин-карты, да. И B1 это когда человек экстраординарных способностей, у него много каких-то достижений, он может податься на B1, виза талантов. Есть еще Мгм. виза попроще. Не виза талантов, а виза полезности.
EB-2 National Interest Waiver, то есть это виза в национальных интересах США. Человеку достаточно доказать, что он грамотный специалист, хороший специалист, не обязательно суперталантливый, но при этом ему надо доказать, что его профессия важна, нужна, и он действительно может принести пользу национальным интересам США. И достаточно иметь законченный бакалавриат, плюс 5 лет опыта работы, плюс, конечно же, история усиливается личными успехами. Нет. А, А это нужно въехать в страну или можно онлайн податься? Можно податься из России, но желательно приехать в страну по туристической визе и податься на EB-2 либо на EB-1. По турвизе как-то более так можно благополучно приехать, чем через Мексику. Если человек через Мексику прошел, он тоже, в принципе, может подать на EB-1 и EB-2, но там проблемка, что все-таки его дело же будет передано в суд, и, по идее, ему надо будет, наверное, выехать из страны, то есть весь смысл теряется. То есть обычно это по турвизе приезжает. Поняла. Так, давайте мы продолжим, возвращаемся. Вот, значит, есть такой вопрос. Слышала, что в Мексике могут развернуть обратно, если вызвать подозрение на иммиграцию. Разворачивают и как часто? Да. В Мексике уже? Часто разворачивают. Если человек летит через Турцию, очень часто разворачивают. Случаи разворотов, ну да, есть. Это пишут в чатах. Люди сидят, чатятся, отзывы пишут. Не то чтобы прям всех, ну какой-то процент, да, к сожалению, улетает назад. Тем более через Турцию. Через Дубай маловероятно, почти никого не разворачивают. Нет, а вот если человек уже сидит в Мексике, вот он турист мексиканский, ну, в Ну, смысле, нет, он российский турист в разворачивают. Мексике, и вот он подает, например, ну, поймал там дату, как раньше было, и вот он переходит границу, да, он уже в Границу. процессе перехода. Таких разворачивают? Имеете в виду, когда он переходит границу Да, Мексики и США? Мгм. да. Нет, не разворачивают. Если человек проходит через CBP-1, 99% людей благополучно оказываются в США без задержания, без детеншена и так далее. Но иногда некоторых людей проверяют, особенно одиноких мужчин, допустим, если есть подозрение на то, что он раньше воевал, допустим, да, таких могут задержать, либо как-то рандомно, вот некоторых парней-одиночек и отправляют в детеншн, в иммиграционную тюрьму. Но в основном это касается одиночек, семейных практически там 100% их нормально переводят, и это редкость. Мгм. Вот человек перешел с семьей, с детьми, там, говорят, переходят с бабушками, с дедушками, перешли, и их отпускают на все 4 стороны. Или что? Что происходит дальше? Да, их отпускают на все 4 стороны. Человек проходит официально через КПП, через службу, ему выдают все легальные документы, в том числе I-94, это документ о том, что он въехал в США на легальных условиях, ну, то же самое, как по турвизе. Ему предоставляют статус беженца. Вот. Это еще пока не статус просителя ПУ. То есть на границе ПУ, по сути, не запрашивается. Как правило, у людей даже нет кейса на границе, истории преследования. Они готовят его уже потом, когда в США оказываются. Ну, желательно, конечно, этот кейс уже иметь при себе, мало ли, потому что иногда рандомно может быть проведено интервью на страх, но в основном его не проводят. Что такое Так, интервью на страх? Я перебью. интервью на страх – это интервью, на котором офицер выясняет, действительно ли имеется достоверный страх возвращения на родину. Но, как правило, через CBP-1 99% его не проводит. Поэтому можно не волноваться, особенно если семейный. Проходит через CBP-1 легально, да, и в статусе беженца гуманитарного. И отпускает на все 4 стороны человека. Что полагается, вот человек в этом статусе, что ему полагается, что государство ему предоставляет, какие плюшки? Как только человек проходит границу, если, например, он проходит через Тихуану, то там есть, его встречает отель специальный, благотворительный, где он может бесплатно жить 1-2 дня первое время. Ему делают ПЦР-тест, кормят бесплатно, организуют трансфер. Далее он уже должен самостоятельно купить себе билеты до места назначения, до того штата, где он хочет жить. Человек имеет право выбрать даже место, где он будет жить. И
Так, далее, когда человек оказывается на своем месте, вот он приехал там в город Нью-Йорк или Сиэтл, или в Калифорнию, допустим, он может податься на пособие, на бенефиты так называемые. Он может получить бесплатную медицинскую страховку. Он имеет право на бесплатного адвоката. Ему предоставляют список таких адвокатов, чтобы он помог ему оформить заявку на убежище. Но, к сожалению, сейчас наплыв. И, конечно, получить бесплатного адвоката стало намного сложнее, чем раньше. Наплыв прям вот огромный, ну, вообще, да, тем более после 11 мая, когда открылись границы. Потом есть бесплатные шелтеры в некоторых городах, в Нью-Йорке точно есть. Есть мои знакомые, которые живут абсолютно бесплатно за счет города, а в таком шелтере им предоставляется бесплатное трехразовое питание, помощь в адаптации. Они могут там жить, пока вот они не получат документы, разрешение на работу. Потому что сначала же человек не может работать, у него же нет документов, и ему в первое время очень нужна вот поддержка. И беженцы имеют право вот эту поддержку получать. Также бесплатные языковые курсы предоставляются. Так, я пишу тему. Поддержка есть. Политубежище у нас. Да, политубежище в США. Так. Я не могу теперь так сделать. Все, ему дают, значит, пособие, да, и медицина, и все это бесплатно для него. Хорошо. Вот следующие вопросы я буду озвучивать. Переход границы по приложению, это считается нелегальным? Легально. Ну, легально. Мы Уже, да. сказали, через КПП. Является ли мобилизация основанием для убежища? Многие адвокаты говорят, что нет. Мнения адвокатов разделяются. Кто-то говорит да, кто-то нет. Я допускаю, что мобилизация может являться основанием для прошения убежища, если это связано с какой-то антивоенной позицией человека, его преследуют за его мнение, и мобилизация может быть применена к нему как карательная мера. И, в принципе, если он не согласен с войной, с тем, что творится, и при этом ему не предоставляется право на альтернативную гражданскую службу, таким образом ущемляют его права. То есть это должна быть как часть политического мнения. Мобилизация, нет уже такого защитного основания, по которому можно попросить. Но если это часть политического мнения, и это мнение хорошо обосновать в своей истории, то есть были антивоенные взгляды, то в принципе это может быть частью истории. Понятно. А есть ли шелтеры в США? Можно попасть? Вернее, вы попадаете на территорию США и просите шелтер. У меня нет денег на жилье, например. Все деньги потрачены на микс. Шелтеры не во всех городах есть, только в богатых городах. В Нью-Йорке есть. В Нью-Йорке мои знакомые живут в шелтерах, да. Сейчас пока вот идет наплыв после 11 мая, особенно в Нью-Йорке большой наплыв беженцев. Поэтому я не уверена, будут ли там места, но пока что они были и есть. Земляки живут. Земляки живут. Хорошо. Так, как якутянам доказать или саха доказать или усилить свой кейс по расовым гонениям? Ну, во-первых, должна быть все-таки история конкретного преследования по расовым гонениям. Например, человек жил в Москве, в Питере, наверняка у него такие эпизоды есть. Возможно, он обращался в полицию, у него сохранили заявление о том, что он обращался. Это весомое доказательство. И он не получил защиту от полиции. А, конечно, если не расписать в истории конкретные эпизоды, что вот были такие эпизоды, да, тогда, скорее всего, будет отказ. То есть он попросить-то может убежище, просто судья потом, когда будет рассматривать, он бы хотел видеть конкретику. Да, вот мы дошли до суда. Человек, значит, попадает или в шелтер, или там снимает себе жилье, ему предоставляют бенефиты, да, пособия, он оформляет детей в школу и все прочее, и ему назначают суд, да, получается. Да. Сколько времени от момента, вот он вошел в страну, сколько проходит обычно времени до суда? Кто назначает? Какой период? Смотрите, суд назначает тем, кто прошел через Мексику. Если человек пролетел по турвизе, и он просит ПУ, то у него без суда проходит. У него просто интервью у офицера. Если он провалит данное интервью, только тогда передается в суд. Есть еще вариант приехать по турвизе. Наверняка у кого-то есть турвиза, да? Или кто-то может сделать.
Если турвизы нет и человек проходит через Мексику, то автоматически попадает в суд, потому что он прошел без визы, и его суд будет проходить в том штате, где у него поручитель. Совсем забыла про поручителя сказать. Да? Когда вы приезжаете в Мехико, вам CBP-1 надо будет указать данные человека, который может за вас поручиться. Этот человек живет в США. Как правило, их находят, все находят, то есть не то, что это прям проблема такая, находят в Фейсбуке, в Телеграме, через знакомых, через земляков, все находят. Это не самая такая большая проблема, но некоторые думают, что что-то такое, да. И если, например, поручитель из штата Нью-Йорк, в Нью-Йорке живет, то суд будет назначен в Нью-Йорке. Если поручитель из Калифорнии, суд будет назначен в Калифорнии. При желании вы можете поменять место суда через переезд. Тогда у вас поменяется штат, переезд. Вы подаете ходатайство о перемене суда, да, так тоже можно сделать. Сколько времени проходит, зависит от того, какой штат. В некоторых штатах быстрее рассматривают, где-то дольше. Например, в Сакраменто, самый популярный город по ПУ в Калифорнии, там достаточно быстро, по отзывам. В течение года-полтора уже люди отсуживаются, потому что там поток людей меньше. В Нью-Йорке уже ждать надо будет подольше, в зависимости от судьи, как повезет. Кому-то за год рассматривают, кому-то через 2, кому-то через 4. Если поехать в Майами, во Флориду, то там назначают мастер-суд, то есть ознакомительный первый суд, это просто ознакомительный, аж на 26-й год. Видите, как далеко. То есть в зависимости от штата и в зависимости от судьи. Никто не может сказать, как быстро рассмотрят у вас дело. И что, вы пока ждете суд, вы не выездной, вы не можете уехать из Америки? Ну да, мы не можем уехать из Америки, потому что это же статус беженца. Простите. Будьте здоровы. Да, вы не можете выехать, спасибо. Это, наверное, неудобство, да, одно. То есть вы должны находиться внутри страны, вы живете как обычный гражданин, но не можете что делать? Голосовать, да? Что еще? Ну, голосовать не можем. В принципе, Америка огромная страна, вы можете путешествовать по всей Америке спокойно. В Америке есть курортные города, Майами, если хотите, можете в отпуск летать. Да. То есть у нас тут летают. Никаких, в общем-то, Да. неудобств нет. Никаких неудобств, живете наравне, отношения прекрасные, то есть школу дают, бесплатную страховку дают, плюс люди работают, зарабатывают деньги, хорошую американскую зарплату, да. К работе мы еще вернемся, да? Вот на суде, как происходит вообще суд? Это как суд, что, вас в чем-то обвиняют или что? Почему суд? Смотрите, когда человек проходит через границу Мексики, сначала он проходит как беженец, не сразу как проситель ПУ. В отношении него автоматически заводится депортационное дело в суде. Из-за того, что он прошел без визы, его должны через год, статус беженца дается только на год, его должны через год уже из страны выкинуть. Но в течение этого года у него есть время подать заявку на ПУ. Ему дается ровно год. Он формирует специальное заявление на ПУ, называется 589-я форма, подает в суд. И таким образом оно тоже попадает в суд, и открывается второй процесс. Помимо депортационного, открывается второй защитный процесс по ПУ. Человек говорит, у меня не было другого выхода, я был вынужден перейти границу по гуманитарным, по экстренным причинам, потому что угрожает опасность мне или там, не знаю, члену моей семьи. И судья говорит, окей, давайте рассмотрим вашу заявку на ПУ, давайте рассматривать ваш кейс. Человек подает историю свою, пишет ее самостоятельно, адвокат не пишет за него эту историю. Прикладывает доказательства, которые есть, прикладывает отчеты о ситуации в стране. Это один из документов, который доказывает его позицию, что в стране сейчас такая-то обстановка. И судья начинает рассматривать. Первый суд, как правило, это ознакомительный, называется мастер-хиеринг. На нем заявка не рассматривается, кейс не смотрят. Даже некоторые к этому времени не успевают еще подать свое прошение. И на мастер-хиринге, на ознакомительном суде, он быстро проходит за 5-10 минут, там назначается уже дата финального суда.
Эта дата финального суда может быть как через несколько месяцев, так и через год, так и через несколько лет, может быть даже через там 3-4 года, если не повезет. Вот. И на финальном суде уже будет настоящее нормальное такое слушание длительностью, ну, как правило, 1 час, если не больше. И бывает и 1,5 часа, и 2, и 40 минут, и 30 минут. Ну, в среднем около часа, на котором будет прокурор, сам человек с адвокатом, возможно, или без адвоката. Без адвоката тоже можно. И судья. И прокурор будет задавать вопросы по истории. И человеку надо защитить свою историю. Вот как он защищает свой, там, не знаю, реферат в школе, ему надо защититься, обосновать. И Ну, к судья этому будет... времени, да, к этому времени аппликантам или, как мы говорим, соискателям лучше подготовиться, конечно, да, подготовить письма из различных фондов, если вас преследовали, подготовить все документы. То есть ваш кейс должен быть сильным для того, чтобы вам не отказали в визе. А часто ли отказывают в политическом убежище на суде? Не часто. Пока на данный момент Россия входит в топ стран с самой высокой одобряемостью. Я веду канал в Телеграме, переехали из Якутска в США, и недавно вот последние посты у меня были посвящены статистике. Есть определенная статистика, которую ведет Сиракузский университет, спасибо им за это. Очень классная статистика по странам, по годам, по штатам. Там видно, в каком штате самые высокие шансы, в каком штате удобряют лучше всего. И там видно, что у России в последние годы одобряемость выше 85%. То есть те заявки, которые рассматриваются в суде, 85% из них в 2022 году, в 2023 году одобрено. 15% либо отказ, либо какое-то другое решение, оно может быть обжаловано. Но надо понимать, что это не те люди, которые приехали вот недавно, это люди, которые еще давно приехали. Новую статистику вот по новым людям, которые сейчас приезжают, мы узнаем в будущем. Я не знаю, какая там статистика будет, да. Понятно. Ну, у нас вот некоторые вопросы, они уже вы уже рассказали, Александра, нам, там, сколько денег хватит, да, сколько нам денег нужно на первое время, сколько денег нужно на первое время в Америке? Если не пользоваться шелтерами, если не пользоваться бенефитами, много денег требуется. В месяц хотя бы $4000. Ну, вообще можно жить, наверное... Да, наверное, можно жить и от 3,5, можно, наверное, уложиться в 3-3,5. Ну, да, 3,5 это прям минимальный порог в месяц. $3500, ну это прям вообще ужаться. На семью? 4000 долларов. Семья, допустим, из 4-5 человек. Например, наша семья, вот мама, папа, 2 ребенка, нам нужно в месяц, ну, $4000. Из них примерно вот $2000 это аренда, половина. Потом туда накручиваются биллы, вот, то есть ЖКУ, это еще $200, да. И еда, допустим, ну, еда, наверное, у кого-то $700, у кого-то 800, у кого-то 1000, смотря как вы готовите. Ну, в принципе, да, вот $4000 в месяц можно жить. Это если вы не оформляете пособия, не пользуетесь шелтером. Если вы идете в шелтер в Нью-Йорке, и вам достается хороший номер, да, обычно семейным, обычно нормальные дают, тогда абсолютно бесплатно. Денег минимум. Вы экономите автоматически, да. Там и кормят, там и дают жилье. Либо если вы оформите пособие, да, пособие очень хорошее в зависимости от штата. Если, например, мы говорим о Сиэтле, там платят в среднем $1500–2000. Это все на еду. Это вас легко, ну, хватает на еду и даже немножко на аренду. То есть надо будет просто аренду отбивать. Потом, если мы говорим про Сакраменто, допустим, Калифорния, очень популярный город, там высокая одобряемость россиян, там платят $2000 на семью из 4 человек. 2 ребенка, 2 взрослых. Это вот то, что мои знакомые оформили, несколько знакомых. Потом, если мы говорим о Нью-Йорке, здесь пособие поменьше.
примерно на семью из 4 человек, наверное, 1000-1200, уже поменьше, чем в тех штатах, но тоже хорошие, это уже на еду как раз хватает. Тогда, получается, вам надо просто отбить аренду, вам надо найти работу какую-то за кэш, ну, понятно, нелегально, да, и хотя бы вот на аренду. Почему нелегально? Беженец имеет право работать? Беженец имеет право работать, да, он может сразу после въезда подать заявку, но это очень долго рассматривается. И поэтому первое время у него нет разрешения на работу, и поэтому люди работают, как говорится, за кэш. В последнее время из-за наплыва беженцев даже такой работы стало намного меньше. Не как раньше, да, вот говорят, там очень много было. То есть надо этот момент учитывать, надо все рассчитать. В принципе, можно, да, сразу подать заявку на разрешение на работу по гуманитарному паролю. Но это надо, вы еще не получили, например. Да, уже сколько, 3 месяца прошло, у нас еще нету разрешения на работу. Потом, когда человек подаст заявку на ПУ, через полгода он уже может получить полноценный тоже ворк. Это еще отдельно, уже на 2 года. Но надо Ой, да, ждать. вроде кажется, такой процесс вроде сложный, да, но когда начинаешь это делать по ходу, да, в общем-то, ничего сложного и нет, наверное. Главное делать, да, не Да. планировать. Но если есть деньги, там, если квартиру продал человек, то и, в принципе, да, можно все это Да, организовать. в принципе, знакомые работают еще, знаете как, без разрешения на работу, через компанию. Они открывают компанию на ЛСИ, очень легко открыть. И как бы типа как самозанятый на себя. Я у своего адвоката спрашивала, можно так? Она говорит, да. Ну вот лазейка такая есть. То есть он работает там кабельщиком интернета, интернет прокладывает, уже нашел работу, хотя у него пока нет ворка. То есть люди работают. То есть можно найти даже среди своих, наверное, да? Как там у вас комьюнити, помогаете друг другу? Достаточно неплохо, да, помогаем. Стараемся, работу иногда подкидывают вот по сарафанному радио. Работы стало, конечно, меньше, чем, вот, говорят, года 2 назад, потому что наплыв большой, но тем не менее она есть. То есть надо будет ее искать. На маркетплейсах, на Фейсбуке, через знакомых. Так, ну что, я начинаю озвучивать вопросы из чата нашего. У вас есть возможность задать вопрос Александре. Значит, были такие вопросы. Ну, тут были вопросы по деньгам. Снова официальное признание мирового сообщества о геноциде этнических народов в РФ. Каждый раз звучит этот вопрос. Есть такой геноцид? Есть такой? Геноцида нет. Есть понятие этноцид. Этноцид, геноцид — это немного разные. Геноцид — это физическое убийство людей. Это когда физически людей просто вот по нацпризнаку убивают. Геноцида нет, есть этноцид. Этноцид — это стирание культуры, стирание национальной идентичности, языка, да, когда полностью подавляется воля какого-то народа, народ колонизирован, народ порабощен. Вот это вот этноцид. И конкретно в своей истории вы не ссылаетесь на какие-то глобальные вещи, вы должны более конкретно писать по себе. То есть история, да, конечно, это все учитывается судом, что идет этноцид, мы привлекаем внимание к этой проблеме. На данный момент мы ведем работу, чтобы привлечь внимание международного сообщества, чтобы люди узнали, в том числе и судьи. Но при этом в истории вы чуть-чуть более конкретно раскрываете, что конкретно в вашей жизни произошло. Вот был такой эпизод, вы обращались в полицию, и, к сожалению, вас не защитили. И вы знаете, что вот страна такая расовая, и конкретно вот что у вас произошло. Да. Или вас уволили по вашему, да, по национальному признаку и так далее. Вот тут вопрос такой, ну он даже не вопрос, но тут наша родина, тут родились и выросли, учились и так далее, тут наш дом, родственники. Почему Атындойдува беженец Тахпыты? Зачем ехать, для чего? Почему едут люди? Давайте мы поговорим немножко об этом. Причины какие? Причины. Если люди едут, значит, у людей есть такая потребность. То, что люди уезжают, это сигнал, что что-то происходит. Люди едут беженцами, чтобы получить защитный статус. В будущем никто, в принципе, не запрещает этому человеку вернуться назад.
На данный момент сейчас очень сложная политическая ситуация, мы знаем, с чем это все связано, да, и некоторые люди едут даже просто переждать это время, как беженцы, как просители, допуская для себя мысль, что да, они вернутся через какое-то время. Ну, конечно, многие, наверное, уже останутся. Потому что, смотрите, когда человек получит грин-карту, он может уже свободно заезжать. Плюс в это время сейчас происходят очень серьезные исторические события в России. Сейчас поворотный момент. Мы не знаем, куда Россия пойдет. Возможно, будет такое, что вдруг Россия демократизируется, все там зацветет демократии, и якутяне захотят вернуться назад. Такой вариант возможен, Тоже да? может быть. Тоже может быть. Да, да. То есть люди могут просто поехать, даже переждать. Кто-то едет там за своей американской мечтой. То есть причины у всех абсолютно разные. Но Конкретно сейчас люди в основном едут из-за политической ситуации. Это да, политика. из-за мобилизации, из-за своей, да, действительно, то, что не хотят участвовать в войне и прочее. Что значит казахстанская карта? В Казахстане много банков. Россиянам выдают какую карту? Например, Freedom Finance многие делают, говорят, очень хорошая карта. Мультивалютный счет можно там сделать. И Каспий банк тоже все хвалят. Тоже Мгм. хорошая карта. Мгм. Просто чтобы Привет, деньги. какой... Мгм. И вот как вот, допустим, продали квартиру, всю можно вывести, да, вот на эту карту туда, Да, из России, эти да. деньги. Мгм. Через переводы. Ну, например, если Кыргызстан банк откроете, там можно каждый день по 150 тысяч рублей со Сбербанка онлайн без комиссии переводить и сразу там доллары покупать. О, ну супер, И потом эти отлично. доллары просто вы снимаете с любого американского или мексиканского банкомата, подходите, снимаете. Правда, там комиссия, конечно, ну а что делать, да? Мгм. Ну, есть варианты. Потому что понятно, что сейчас люди продают свою недвижимость и выезжают вот таким образом. Мгм. Какой, этот вопрос, ответ вернее был, но я быстренько его озвучу. Какой порядок въезда в Мексику? Там же вроде тоже отдельные требования. Бывают же случаи, что не пускают именно в Мексику. Ну, мы разобрали же, да, в Мексику не пускают, Мгм. если нет обратных билетов, если вы не Да. докажете статус туриста, если нет брони в отель. Если они Мгм. заподозрят в иммиграционных намерениях, они имеют право не пустить в одностороннем порядке. Мгм. По убежищу нельзя выезжать. Так, на какую, ну вот здесь по учебе виза, мне это не совсем наша тема, на какую учебу можно пойти, не магистратура и бакалавр, чтобы у супруга было разрешение на работу. Разрешение на работу и без учебы дают. Просто время нужно. То есть первое время его пока нету, поэтому первое время приходится крутиться и вертеться как можешь. Потом, когда дадут разрешение на работу, то уже официально любую работу ищешь, какую Мгм. хочешь. Ну, куда Мгм. берут, куда берут. Переводчик предоставляется на суде? Да, предоставляется. От качества перевода, кстати, тоже многое зависит. Желательно своего какого-то хорошего привести, потому что некоторые Мгм. переводчики очень плохо переводят. Мгм. Окей, хорошо. Вообще требования к языку есть? За это время человек должен выучить язык к суду или не обязательно? Нет, таких требований нет. Мгм. Люди едут Мгм. некоторые без знания языка. Просто без знания языка, ну, понятно, потяжелее адаптироваться. Для этого есть языковые курсы. Тут Мгм. очень много бесплатных курсов. Мгм. Следующий вопрос. Помощь от штата предоставляется только в статусе беженца, если приехать по турвизе и менять при въезде на Да, В2, ЕБ2, на помощь уже не стоит рассчитывать, верно? нет, по турвизе нежелательно получать помощь. В статусе беженца можно спокойно получать. Мгм. Если по Мгм. турвизе получить помощь, то в будущем это может сказаться на грин-карт, например, да. Но, в принципе, если стать просителем ПУ, наверное, можно, надо у адвоката уточнить. Но беженцам точно можно. Мгм. 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 Так, про знание языка сказали. Здравствуйте, если один член семьи остается в России, ему могут дать турвизу в США, если вся семья беженцы в США. Ну, попробовать, да, можно. Конкретно решение консул будет выносить. Мгм. А Он есть может, понятие воссоединения семьи? Если одни да, уехали беженцами, а потом они хотят вызвать родителей, например. Есть такое понятие? да, есть, но только если они станут гражданами. Когда Мгм. они выиграют суд, получат грин-карт и потом через 5 лет станут гражданами США, они могут подать заявку на воссоединение на маму, на там,
даже на брата и сестру. Мгм. Мгм. Понятно. И вот еще, как вы думаете, Александра, недавно наш солнцеликий президент обеспокоился насчет границ, ой, границ, насчет того, что идет очень большой отток Мгм. людей, граждан Российской Федерации. Как вы думаете, закроют ли границы в ближайшее время? Ой, я не умею предсказывать будущее. Никто не Но умеет. похоже как на то, что как будто... Как Ну, это будто. очень странное заявление, сразу ждешь М, подвоха. Я Да, почитала, и у меня первая мысль, он что, закрыть границу да. хочет? Он на что У меня намекает-то? тоже. Потому что его слова могут быть интерпретированы как угодно Как и, скорее всего, угодно. в негативном ключе. Скорее всего, лучше рассчитывать на худший вариант, потому что чем надеяться на какой-то хороший вариант, а потом Вот. упасть в Поэтому, бессмысленно. да, Александра, ваш совет слушателям. Вот что сейчас, вот наши подписчики и гости нашего канала, 150 человек практически сидит, что бы вы им посоветовали? Это, видимо, те люди, которые так или иначе задумываются, да, о выезде из России. Что бы вы им сейчас посоветовали? Ну, хорошенько оценить свою личную ситуацию, оценить все за и против, посмотреть на ситуацию глобально, сверху. Не просто вот изнутри, как вы живете, внутри своей жизни, да, там работа, быт, а просто глобально посмотреть и подумать, что меня ждет. И принять решение, исходя из ваших конкретных... Ну, я не могу рекомендовать людям выезжать, потому что это решение человек должен сам принять. Да. Я могу просто рассказывать, как оно происходит. Я стараюсь освещать процесс адаптации. Я показываю людям, что адаптация, в принципе, не так страшна, не так страшный черт, как его малюют. Но по итогу самое важное тут именно вот принять это решение. У многих людей есть возможность выехать, но они не могут это решение принять. Да. И тут, наверное, только если люди, не знаю, супруги обсудят друг с другом, рассмотрят разные перспективы, подумают глобально, что их ждет, там, не знаю, кто-то едет даже, вот, смотрит на своих детей. Ну и, конечно же, лучше ехать с какими-то основаниями, должен быть кейс, потому Мгм. что если просто ехать без кейса, без оснований, лишь бы, то может не получиться ничего. Мгм. Вот у нас еще один вопрос поступил. Могут ли отменить лотерею Green Card в будущем для россиян? Да нет, наверное. Раньше тоже ведь пугали, что Да. отменят. Нет, лотерея остается на месте, турвизы остаются на месте. Наоборот, власти США очень благосклонно относятся к россиянам. ППУ у россиян самая высокая одобряемость. Лотерею Мгм. дают. Потом я читала новость, что очень сильно выросла одобряемость даже по визам талантов, по визам EB-2, вот именно россиянам. Я не знаю, почему люди думают, что здесь какая-то там русофобия, да? Такого нет. Да. У нас вот еще есть среди наших активистов, вот есть люди, которые, допустим, работали где-то в научных центрах, которые занимались наукой. Вот они подаются на визу талантов. Там не нужно прям быть там каким-то ученым, там, великим, да, российским или там Да. якутским. Достаточно заявить то, что я занимался, допустим, наукой в такой-то области, и я буду полезен в вашем обществе тоже. Такое письмо написать. Пожалуйста, подаете на такую визу. Почему нет? Пишут простому человеку, кейса не светит, кажется. За посты в Инстаграм не садят, но сейчас садят уже. Так, без кейса никак нельзя пройти, получить. Вы можете пройти, просто у вас будет статус беженца на 1 год, потом будет суд в отдаленной перспективе, все это время можете жить, ну, люди так живут годами в ожидании суда, потом люди обжалуют решение суда, эта история надолго, на несколько Мгм. лет минимум. На несколько лет. Мгм. Ну, можно так делать тоже, да. Ну, Вот я не озвучила один вопрос интересный. Был судим условно в 2015 году мгм. и амнистирован. В 2016 году получил загранпаспорт до 26 года. Есть ли шанс въехать в США? Я думаю, да, это не тяжкая, наверное, статья. Обычно Я думаю, они что не пускают тех, у кого вот у кого тяжкие статьи, там разбой, убийство, изнасилование, там даже в ПУ отказывают. мгм. То есть вообще, в принципе, могут сразу в детеншн отправляют. Ну, у них я не знаю, как у них происходит взаимодействие с Россией, но они откуда-то вот находят информацию о человеке. Какие-то Мгм. базы данных у них смотрят, да. На границе прям Мгм. человека каждого проверяют. То есть обманывать не стоит. Мгм. Так, если нет вопросов,
я думаю, что Александра достаточно подробно рассказала о политическом убежище, вообще о статусе беженца. Большое спасибо, Александра, и за ваши напутственные слова. У нас не получилось с Евдокией подключиться, поэтому мы сейчас попробуем подключиться уже с Евдокией, и она расскажет о своем, не то чтобы личном опыте, наверное, о впечатлениях, да, своих. Хотя, Александра, вот у нас есть немножко времени, расскажите, может быть, в 2 словах ваши впечатления в общем, в целом. Вот вы же раньше не были в Америке? Ни разу не была. Я Мгм. не была за границей до 30 лет. Единственная моя за границей это был Дубай. И тут наш переезд в Америку, на другой континент, конечно, это такой вот, скажем так, шок. Мгм. Психологически первое время, по крайней мере, было. Ну, скажем так, адаптация сейчас пошла успешно, какого-то дискомфорта нет. Наоборот, все как-то намного легче, намного комфортнее. Тут очень комфортная среда в Нью-Йорке, да, то есть мы, не знаю, пешеходная среда, Мгм. потом отношения людей. То есть очень легко я записала ребенка в садик, потом, в школу, потом ребенку дали лагерь, потом раз страховку, все дают, все помогают. Также меня записали на какие-то языковые курсы и такое отношение, при том, что мне сказали, что для вашего уровня групп нет, они мне в другие нашли. Звонят, там, скидывают информацию, чтобы я могла как-то адаптироваться, Мгм. помогают. Да. Такое есть. Но опять же, впечатление очень сильно зависит от индивидуальных особенностей человека. Да, Есть люди, которым здесь не нравится. Такое есть, к сожалению. Есть даже правда. семьи, которые приехали и уехали обратно. Это связано с каким-то личным мировосприятием. Ну, я, в принципе, такой человек, которому ко многому относится просто. Я достаточно там, легкая на подъем, да, ко многим вещам я толерантна. Я сама по себе толерантный человек, либеральных Мгм. взглядов, поэтому мне норм. А если человек, скажем, такой консервативный, строгий, для него некоторые вещи могут оказаться шоком, из-за этого он может захотеть уехать назад. Но у многих вот основная проблема – это тоска вот по родине, по родным. Тут Мгм. можно сказать, что помогает очень сильно соцсети, WhatsApp, такое ощущение, что мы никуда Да, не уезжали, со всеми на связи, да. В принципе-то в Якутске же нету такого, что мы каждый день встречаемся, да, все равно там через соцсети да, общаемся. да, действительно, Да не действительно. бойтесь. В наше Мгм. время, да, пока у нас есть связь, Мгм. такой нет ностальгии, да, как раньше. Спасибо Мгм. большое, Александра. Мы сейчас будем уже выключаться. У нас будет вторая часть с Евдокией Егоровой. Спасибо большое, Саша. До Всем пока. свидания. Эфир мы сохраним и в Пока. YouTube тоже выложим. Спасибо. Пока. Пока. Мы продолжаем наш эфир. Это вторая часть эфира на тему «Политическое убежище в Соединенные Штаты Америки». И гостем нашего второго эфира будет Евдокия Егорова, наша землячка из Республики Саха-Якутия. Сейчас запрос отправляет. Эфир, я думаю, будет меньше часа. Вы можете задавать вопросы, какие-то вопросы мы озвучим сейчас. Евдокия, доброе утро. Я приношу извинения Доброе утро. за технические неполадки. Спасибо, что нас Ничего дождались. страшного. У нас прошла продуктивная встреча с Александрой Копцевой. Поэтому во второй части, я думаю, у нас будет, скорее всего, тоже мы продолжим эту тему. Евдокия, вы сейчас являетесь в статусе беженца, я так понимаю, да? Да, вы находитесь, Да, 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 да. Папа вы находитесь в А-94. Соединенных Штатах Америки. Можете немножечко рассказать о себе? Так, Хотите? я... Так, я родилась в Илюське, потом переехала училась в Удачном, в Мирнинском районе, потом училась в Намцах, потом работала и жила уже в городе Якутске. Я преподаватель. 12 лет я работала в сфере образования. Так, ну и Да, хорошо. И вы все. уехали из Якутска Из Якутска мы в уехали декабре прошлого в года, да? декабре. Мгм. В декабре уехали.
Да, в декабре прошлого года мы уехали из Якутска. Вначале мы полетели в Кыргызстан. Это уже обычно летят в Кыргызстан, либо в Казахстан, чтобы оформить банковские карты той или иной страны, чтобы, так как в США, в Мексике не работают российские карты. Об этом, по-моему, Александр очень хорошо рассказал. Кыргызстан М-банк, это коммерческий банк. М-банк. Вот. Как долго вы находились в Кыргызстане? Как долго оформляют карту? Так, в Кыргызстане, по-моему, 2 или 3 дня оформляют карту. 2 или 3 дня, да, чтобы открыть мультивалютную карту. Долларовый счет и рублевый счет. Ну, а вы можете рассказать вообще, как вот маршрут вы разрабатывали? Разрабатывали мы, у нас есть группы, есть телеграммы, в телеграм-чатах везде пишут, да, какой безопасный путь, какой самый безопасный путь. Но если слишком много информации читать, это тоже вредно, потому что там чатов очень много, и когда ты это все читаешь, ты себя накручиваешь, да, там можно иногда люди очень пугают. На самом, ну, поэтому мы читали и вычитали самый безопасный путь через Дубай. Через Дубай, но он самый дорогой, билеты обошлись там 500-600 тысяч. Это туда-обратно. Дубай, Мехико, Дубай с технической остановкой. Самый безопасный маршрут. Самый безопасный маршрут, но он самый дорогой. Я знаю то, что якутяне, по-моему, летают через Кубу, он намного дешевле, а через Турцию тоже он не такой дорогой, но есть развороты на границе, да, либо могут... В Турции часто просто не пропускают на самолет. У нас спрашивают, про какую страну речь идет. Сейчас идет речь о политубежище в Соединенные Штаты Америки. И мы сейчас говорим о маршруте, как можно доехать. Самый безопасный маршрут, как выяснилось, это через Дубай. Ну да, самый безопасный маршрут Александра озвучила, это первым делом это нужно прилететь либо в Казахстан, либо в Кыргызстан, открыть карту, потом полететь в Дубай, из Дубая в Мехико с технической остановкой в Барселоне. Остальные, есть там некоторые варианты, был Амстердам, там через Европу, не стоит, потому что могут хорошо. визу. Вот вы... И я так поняла, то, что на границе тебе могут не объяснить причину. Они имеют право не объяснить, почему тебя не впускают в страну. Поэтому что-то там доказывать, просить, показывать распечатки, билеты обратные, это тоже могут иногда. Скажите, вот тут вопрос, на одного человека сколько нужно денег на все про все? Ну вот сказали, 600 тысяч туда-обратно билет в рублях. Это на четверых. Это на четверых. Да, 2 взрослых, 2 человека. Я думаю, билеты тогда на одного, 200 тысяч, наверное, сейчас не знаю, да, как точно, чтобы не дезинформировать. Наверное, 200-250 тысяч. А в Мексике много денег уходит человек вообще на жизнь? Так, давай по Мексике. Мы прилетели сначала в Мехико. Советуют прилетать в город Мехико, в сам Мехико, не в Канкун. В Канкуне тоже есть развороты, могут не пропустить. А в Мехико, как правило, это большой город, столица, аэропорт очень большой, поэтому там особо не допрашивают, как это, в стекляшку не отводят. Самое страшное, я поняла, то, что когда на паспортном контроле ты стоишь, если ты вызываешь подозрение, то тебя отправляют в комнату
в отдельную комнату, и там уже могут оставить тебя на 8 часов, на 12 часов, при этом ничего не объясняя. Это уже из чатов, да, как рассказывают, ничего не объясняют, почему, зачем, и садят обратно на тот же самолет и отправляют в Дубай или в Турцию. Отправляют за свой счет. Куда прилетели. Понятно. Ну, не за ваш счет, за их счет. Ну, все равно, если, ну да, если там вы же билет обратно купили есть. туда-обратно билеты, да, это все равно, да. Ну, и советуют покупать билеты Flex Plus, Деньги. чтобы вернуть хотя бы часть денег, Flex хотя бы часть денег, Plus, чтобы вернуть. Да, в Мехико мы жили 4 дня, 4 дня, по-моему, и там мы потратили 4 дня, не помню, около 20 тысяч рублей за 4 дня, по-моему, да, но это уже было в попыхах, мы не знали, были очень уставшие, поэтому взяли вот такой вариант. Мы выбрали еще исторический город, он очень опасный, как оказалось потом. Вот. Советуют в исторической части Мехико не останавливаться. Так, потом мы уже полетели в Канкун. В Канкуне безопасно, это туристический город, более безопасно, чем Мехико. И мы там пробыли 19 дней, это получается 8 дней, по-моему, было 32 или 36 тысяч. Ну там и море, гостиница. океан, что там? Пляж. Там Можно Карибское отдохнуть. море. Можно отдохнуть, если, ну да, можно, конечно, отдохнуть, но, например, тогда, когда мы летели, еще не было приложения CBP One. CBP One приложения не было, поэтому у нас были лишние траты денег, перелеты внутри самой Мексики, это там Канкун, Матаморос, Матаморос обратно Мехико, с Мехико в Тихуана, когда мы уже словили дату. Сейчас есть определенный такой совет, гайд, да, который советую землякам, якутянам, которые могут прилететь в Мехико, словить дату и уже спокойно границы перехода полететь. Я, например, в Тихуане знаю семью, у них получается не как гостиница, гостевой дом. Как гостевой дом. Это Хисель и Рубен, которые не задорого в своем доме сдают комнаты. Они сдают одиночкам за одну ночь 500 песо и семейным 1000 песо. Большая комната. С отдельной ванной и... Еще расскажите, пожалуйста, Евдокия, приложение, озвучьте приложение по буквам. ЕБ1. ЕБ1. Три буквы. ЕБ. Да. Если на русском, то СВР. На английском. Ну, что значит словить дату? Сейчас же дату не ловят больше? Сейчас не ловят, да. В тот момент, когда мы переходили, мы ловили 4 дня. 4 дня, это каждое утро мы вставали, и у нас было несколько минут, чтобы словить слот. Чтобы легально попросить переход, записаться к переходу. На 4-й день мы словили и уже полетели в Тихуану, и там уже ждали 2 недели. Это уже у Чисели Сурьбы. Получается, если хорошо поискать, через Airbnb можно поискать квартиры, как апарты. В Канкуне, Мехико можно найти на 11 дней за 46 тысяч рублей. 46. Это на тот момент, когда мы, я не знаю сейчас как, это со своей кухни. Со своей кухни это получается дешевле, когда ты закупаешься продуктами, сами продукты готовите. дорогие в Мексике? Ну, да. Так. Продукты недорогие. В целом, если посмотреть цены на продукты в Мехико, в США, они недорогие. Одежда недорогая, еда тоже можно найти
Можно сказать то, что даже похоже чем-то Может, цены на дешевле? якутские Нет? Якутский дороже? продукты. Ну, как в Якутске, есть сегменты, которые и дешевле, но есть сегмент дороже. Ну, фрукты и овощи здесь, конечно же, дешевле. Ну и одежда здесь недорогая. Недорогая, хорошего качества. На что можно сэкономить, имеется в виду. Я буду Да, еда, озвучивать, одежда. наверное, вопросы по ходу, да, чтобы они не уходили далеко. Расскажите подробнее, что нужно сделать вот в этом приложении CBP. CBP. Так, в этом приложении нужно заполнить анкету. Мы заполняли, сейчас я не знаю как, но мы заполняли анкету. Мы писали, в каких мы странах были в прошлом году, да, как это получается все стыковочные страны, в которых мы Это были. Это CBP One, Кыргызстан. это для того, чтобы въехать в Мексику, да? Нет, это въехать это вот сейчас, в это США, сейчас она из работает, Мексики. эта анкета, или ее... работает. Сейчас она работает. Да. Сейчас она работает. Сейчас через это приложение просто в App Store скачивают. Оно работает только на границе Мексики и США. Территориально надо находиться именно либо в Мексике, имеется в виду. Вы заполняете все страны. Да, мы заполнили анкету, да, цвет волос, рост, вес, это какие были вопросы, рост, вес, цвет волос, национальность, в каких странах были, все стыковочные страны, это Кыргызстан, Дубай, Мексика, да, все это указываем. Даже были вопросы про родителей, фамилия, имя, мамы, папы, где живут, какое гражданство, такие вот вопросы были. Мы анкету заполнили и просто ловили дату. На это нам ушло 4 дня. Мы перешли в феврале. Приложение заработало с 12 января, по-моему, если я не ошибаюсь. Но сейчас же Александра нам рассказала, что после 11 мая есть какое-то новое приложение. Да, немного есть изменения, просто теперь, я даже не знаю, это, наверное, стало намного проще. Потому что ты не встаешь каждое утро, ты не заполняешь эту анкету, не делаешь селфи, чтобы записаться, не ловишь дату, там нужно, кто быстрее нажал, это как рандом, да, а сейчас, мне кажется, оно стало вот более справедливым, наверное, можно сказать. Менее стрессово, да, для более человека. Справедливым. Да, менее стрессово, и будут рассматривать заявки, которые находятся дольше всех. Например, есть люди, которые 30 дней ловят. 30 дней ловят, да, у них уже это нужно, наверное, каждое утро вставать. Я 4 дня, мы когда ловили... Ну, вам повезло, 4 это дня очень это стрессово. срок. Да, 4 дня, да. Но на тот момент я думала, 4 дня это очень... Потому что каждое утро встаешь, ты не ловишь, проходит целый день, потом ты ждешь следующего дня, пытаешься стать. Потому что я знаю человека, да, я знаю человека, который 30 дней ловил каждое утро. Да, я тоже знаю, мы, по-моему, говорим об одном и том же человеке, который, да, 30 дней ловил. Да, мы мы все очень за за него него радуемся. Наверное, сейчас вот это более цивилизованно, да, выглядит. Вот это. Да, более как-то справедливо, если ты находишься дольше всего по промежутку, да, времени, тебе дадут, наверное, Хорошо, вот раньше вы словили дату, как это называется, называлась ваша, да, и состоялся Да. переход, да? Переход, да, мы полетели с Матамороса в Мехико, с Мехико в Тихуану. Предварительно я договорилась с Хисель, они нас встретили в аэропорту, что очень безопасно, потому что я знаю то, что таксисты в Тихуане, по-моему, там чуть ли не 2000 песо просят. С аэропорта, до адреса довести, да, это очень... Мы, когда прилетели в Тихуану, когда прилетели уже, у выхода стоит офицер миграционный, мексиканский, и забирает паспорта у всех не граждан.
там, граждане США, Мексики, они нормально проходят. Это россияне, венесуэльцы, Да. кубинцы, Мгм. практически вся Латинская Америка, да. Они берут все паспорта, там у них такая стопка была, и что-то записывают. Некоторые паспорта, наверное, более-менее подозрительные. Это почему-то одиночки всегда. Подозрительные одиночки, они их фотографируют. Да. А потом начинают раздавать обратно. Пофамильно вызывают, раздают. Но я знаю то, что в других аэропортах мексиканская полиция, миграционная, они все очень коррумпированные. По-моему, они просят за паспорт $400 или Что это $700, дает? чтобы обратно получить свой паспорт, чтобы зайти в город, тот город, в который там ты У вас прилетел. Это такого не внутри было? Мексики, например. А когда Нет, у нас такого не было. Но я знаю такие случаи, где, например, в Матаморосе за Люди паспорт платят. просят $400 минимум. Люди платят, да, Ну, вообще, у вас общее впечатление чтобы какое от получить Мексики? обратно свой Это паспорт. безопасная страна или это опасная страна? Мексика нам очень понравилась. Мексика очень понравилась. Я слишком много читала в чатах. И, может, нам просто повезло. Мы столкнулись с очень хорошими людьми, мы жили с очень хорошими людьми, которые нам очень помогали. Вот Хисель и Рубен, они Где вы нас их нашли, проводили до этих людей? границы, когда тоже через Вы чат, нам через, скиньте, через пожалуйста, их Телеграм, контакты, да? через... И если есть люди, если им Да, будет я интересно, мы скину просто контакт. им будем давать эти контакты этих людей. У меня вот еще такой Да, вопрос. да, А да, в да, да, Мексике да, да. можно жить, остаться? Наверное, можно, я не знаю, но... Ну там, да, были, там, по-моему, даже есть Да, там же много сахара наши живут. соотечественники, которые живут, да. Да, Понятно. там есть, которые Мгм. живут, Вот вы работают. перешли, у вас состоялся переход. Да, мы в Тихуане рано утром приехали на границу, нас Хисель Рубен проводили, мы обнялись, С они родственниками. нам пожелали удачи, еще сказали, в США у нас есть знакомые, если что, пишите, мы вам поможем советом. За 2 недели мы уже очень сдружились с ними, даже. Потом мы уже подошли, мы распечатали свое приглашение, которое пришло нам на почту, распечатали, и на границе там офицер сначала с мексиканской стороны проверял соответствие фамилий с приглашением, и уже, Они уже говорят к на самому испанском языке, бордеру да? мы уже подошли. А Да, вы как с ними на общались? испанском. Понятно. Ну, там Не было. понятно, там ничего такого сложного нет. Там Паспорт, 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 разрешение, да, там везде паспорт, одно слово. разрешение. А вот тут вопрос Да, был да, про да, состав да, да. семьи ваш. 2 детей, да? Или Две. сколько? 2 детей, да? Тоже Мгм. 4 вас, как у 2 Александра, да, детей, семья? да. Мгм. Да, И тоже дальше 4. Дальше мы прошли багаж, телефоны, все мы кладем в сумки, багаж оставляем в отдельном, там как палаточный, оставляем в одной палатке, семейных отправляют в одну палатку, мужчины и женщины одиночек разделяют по разным палаткам, и сидим, ждем, где-то там часа 3-4 ждем, и начинают пофамильно вызывать уже к офицерам. К офицерам от США уже вызывают и спрашивают базовые вопросы, там, фамилия, имя, соответствует ли там. Никаких лишних вопросов нет. Спрашивают, беременна, не беременна, нужна ли помощь какая-то, со здоровьем как. И все.
Берут отпечатки пальцев, ДНК-тест, и все, и обратно, и фотографируют. Потом мы обратно идем в палатку, ждем, и где-то через 2 или 3 часа отдают обратно паспорта, открывает дверь, welcome to Так USA, легко вроде и происходит. все. Да, вроде бы так легко. Просто за счет того, что очень много людей, это очень время затрат. Ждешь, да, очереди. Офицеры все очень Хотела спросить. доброжелательные, да, там предоставляют снеки, воду, соки. Никто плохо не относится, все очень Цель приезда спрашивали вас? доброжелательны. Нет, цель приезда не Все спрашивали. понимали, да? Ну, то Все понятно, понимали. наверное. Но, да, но я знаю, что там у некоторых, да, задают вопросы, например, когда вы познакомились с мужем, когда это было, в каком Ну вот тут, году, да, могут да, такие тут вопросы спрашивают задать. Много чего визу, но ведь это задавать. получается же, люди же без визы заходят, поэтому они идут вот по Без этому визы предложению. заходят. Да. Да. Это без... Когда у тебя нет визы, ты можешь заехать по туристической Да. визе и поменять свой статус на вид убежище, на визу талантов. Да? Когда человек заезжает по туристической визе, у него возможности, спектр вот услуг, да, которых он может потом легализоваться, у него больше. А когда люди переходят через Мексику, там... Ну, там тоже можно, но Ну при вот этом нужно смотрите, будет вот выезжать если обратно. сравнивать сейчас, да, вот есть такая дилемма, действительно запросить туристическую визу, поехать в США, и сделать политическое убежище. Либо, допустим, условно на той неделе купить билет до Мексики, да, и прилететь и просить. То есть это кратчайшие сроки, это второй ваш вариант. Так получается. А, допустим, Да, туристическую визу делать, где да. сейчас ее делать? В России нет посольства. Это нужно ехать в третью страну. И Это нет. нужно попасть на интервью, Мгм. которое вы тоже будете ждать в очереди. Потом вы попадете к офицеру, Мгм. значит, в какой-то стране европейской, возможно, или где-то, где еще есть посольство США. И вам офицер может отказать в визе туристической, понимаете, вот в тот же самый день. И получается, что вы затратили время, деньги и остались фактически и остались Деньги. без визы. И потом летите в Мексику. Так что поэтому тут выбор такой. Да. А, Мгм. да. Ну, есть тем, кто очень Мгм. хорошо одобряют, да, Наверное, есть смысл говорить об этом, да, там, у кого есть большие держателям финансовые визы уже возможности, туристической. Потому что может. туристическую визу в Америку дают на 3 года. Если у человека есть эта виза, то, конечно, ему нужно ехать по. Если Мгм. нет, то, наверное, вот тот вариант, который мы сейчас обсуждаем через Мексику, Да. наверное, его лучше рассматривать. Так. Угу. Значит, были вопросы. Как искали поручителя, вот вы лично? Поручителя найти очень... Это не самое сложное. В Фейсбуке, Телеграм-чата можно найти, через земляков можно найти. Да, поручительство. Это зависит, в Тут какой еще штат вы прозвучал едете. вопрос насчет кейса, да, в первой части, которую мы уже залили в наш Инстаграм, Three Equity Foundation, Александра очень подробно рассказала о кейсах, на каком основании вы можете въехать в Америку. Так, теперь все стало понятно, спасибо. И дальше, вот вы вышли, Мы поехали в ковидный отель. Это еврейская организация открыла. Там совершенно бесплатно нас приняли, накормили. И мы пробыли там один день и улетели. Тот штат, который Ну, который сейчас мы никаких нет живем здесь. ограничений по ковиду, уже все сняли же вроде бы, да? Уже все сняли, Они но все равно ковидный есть, отель все равно принимают, работает. да, беженцев? А Да, вот, ну, да, принимают. хорошо, все, вы приехали в Америку, ваши первые впечатления. Вы были раньше в Америке?
Нет, мы раньше не были. Мы жили 3 или 4 дня жили в Нью-Йорке, потому что наш поручитель был в Нью-Йорке. Но когда у тебя поручитель, например, в Нью-Йорке, а ты хочешь полететь в другой штат, то ты можешь сразу же полететь в тот штат, в который ты хочешь, потом уже подать ходатайство и уже поменять адрес, поменять. А мы сначала полетели в Нью-Йорк, посмотрели, поняли, что Нью-Йорк нам не подходит. Да, есть такие семьи, которые там живут в Нью-Йорке, да, месяц, им не нравится, это очень дорого, грязно, много бомжей, там, да, и так далее. Ну, смотря от района. Кому-то не нравится, кто-то испытывает стресс, и многие Даже улетают так? обратно в Якутию. Но даже так, да. Но можно поменять штат. Мы выбрали Сиэтл, это штат Вашингтон. Очень местами похож на Якутию. Природа очень красивая. Мне кажется, это самый лояльный штат в плане старта, в плане документов, да, чтобы оформить документы. Мы за месяц сделали практически все документы, и сейчас ждем только один документ, это разрешение на работу. Разрешение на работу ждут от 3 до 8 месяцев. Но я знаю людей, которые получили, по-моему, за 4 месяца. С 4-5 месяцев можно получить разрешение на работу. Без разрешения на работу можно работать, как говорят здесь, за кэш. Можно получать в неделю $2000. Это если работать за кэш без разрешения на работу. Нет? Это большая сумма. Да, это нормально. Какая Это работа нормально. это? Грузчик? Да. Кто? Что? Ну, мужчины Да, могут работать в строительство. сфере строительства. Строительство, там, обшивка, покраска. По-моему, здесь очень популярны траки. Можно работать на трак. Также можно, если нет разрешения на работу, можно оформить как ООО или как ИП, как у нас. Да, А женщины где можно работают? так работать. Женщины могут работать в клининге. Я могу работать логопедом, тут много. В Сиэтле, по-моему, 2000 или больше, наверное, русскоговорящих, например, которые очень даже в моих услугах. А скажите, Сиэтл это же север, да, Америки? Это же холодный город какой-то, нет? Да, холодный город, но летом сейчас у нас плюс 25. Достигает, плюс 25 градусов достигает, очень тепло. Мы сюда приехали в феврале, а нам было очень холодно. Несмотря на то, что минус 15, минус 15, нет, плюс 11, плюс 9. Да, мы все равно мерзли. Мы ходили в пуховиках, потому что здесь влажность, ветер. Нам было холодно, но американцы ходят в это время в шортиках. Скажите, и вот самые первые впечатления от Америки, если вы не были там раньше, какие? Конечно же, отношение. Какое очень доброжелательное отношение. Что мы иммигранты, да, я думала, ну, как у нас относятся в России к иммигрантам, наверное, не стоит говорить, да, как. Поэтому здесь все очень доброжелательные, все хотят чем-то помочь. В школе, в больнице, в институте всегда все хотят вот как-то помочь. И это не наигранно, это очень искренне. А что вы чувствовали, да, чувствуете в этот момент? Вот даже, например, если сравнить, возьмем протесты, да, в Якутии, когда выходишь, там тебе всегда страшно, там нужно обязательно закрыться и так далее. И я помню, когда мы в Сиэтле вышли на протест, мы были какие-то, именно мы были какие-то зашуганные, наверное, но мы не увидели ни одной полиции, никого. Сиэтл, спрашивают, какой город? Сиэтл, да. Да, Сиэтл. Не спящие в Сиэтле. То есть отношение американцев к иммигрантам положительное, да? Нет такого?
что вы понаехали Положительно. тут Да, и да. все Нет такое такого. прочее. Мгм. Ну, Нет, вообще, нет, США нет. это же иммигрантская Нет, страна. да, Мгм. никакой русофобии нет. Да, США мигрантская страна, поэтому здесь Мгм. все народы Мгм. мира, все собрались, все народы мира, поэтому очень комфортно. Нету, как, как сказать, вот нету Мгм. ам, депрессии, что ли, да, Тревоги. чтобы Мгм. так вот Мгм. загонять. Да, да, да. Все Мгм. очень, адаптация очень хорошая. И А, по Сиэтлу очень это хорошие пособие, да? бенефиты. Пособие. Мгм. Если А ты, можете их озвучить? да, да, пособие. Так, получается, у нас Мгм. $1500 в месяц. $1500 в месяц. а, 2080 Это аренда вам двухкомнатной предоставляет квартиры. это? А, это вы А, платите? Нет, Мгм. нет, 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 это уже, да, да, это мы уже Мгм. платим. Ну, получается, Мгм. $1500 это И вы бенефиты, из это них платите пособие. за аренду, можете платить. Да. Мгм. Можно, да, можно платить, но Понятно. можно тратить на То еду. есть свои личные деньги вам же тоже нужны, ваши сбережения, они идут, пока вы не найдете работу. Да. Да, да, когда ты ждешь разрешения на работу, нужно еще учитывать тот момент, что вы примерно 8 месяцев, Мгм. ну лучше год, да, Мгм. рассчитать на За год, то, свой что вы будете счет. жить за, да, что какие-то, да, Но какие-то накопления нужны, если вы, пока вы допустим, не онлайн найдете работу. работает муж, например, он же может продолжать Да, работать ну, на свою компанию, если да, это айтишник. да, да, может. Вы можете, можно Ну или работать за работу кэш, найти, действительно. Да. без разрешения на работу. Без разрешения на работу можно, конечно, работать, но Ну да, это это, конечно, незаконно. но это незаконно. Поэтому тут не озвучили. Это незаконно. Ну, я так поняла, здесь на это, по-моему, закрывают глаза. Да, И так, да. ну, наверное, все знают, что все работают, да, да, потому что вся стройка, весь клининг, там, строители и так Конечно, далее, если бы это, государство по-моему, все хотело этих людей как-то наказывать, были бы облавы там на стройке, всех да. арестовывали бы и так далее, и показали бы это по телевизору, чтобы другим не повадно было. Но все понимают, что людям нужно жить на Мгм. что-то. А, так, Да. значит, это про бенефиты вы сказали, да? А, Да. Ну, штат Вашингтон очень, мне кажется, лояльный в мгм. плане документации, да, то, что можно здесь очень легко получить права, водительские права. Водительские права Да, да, это да. как твой паспорт Мгм. здесь. Да, да, Мгм. поэтому можно летать в другие штаты по водительским правам, Мгм. и Мгм. по-моему, за Тут 2-3 дня вопрос был, можно жилье сложно сдать на найти права. в Сиэтле? И Да. Мгм. жилье что, трудно найти? А, Нет, особо не трудно. Мгм. Можно найти через Facebook, можно ходить сразу. Здесь есть такие, Мгм. как сказать, апартаменты с офисами, с лизинг-офисами, в которые ты приходишь, и есть варианты. Мгм. И ты Мгм. То свою есть нет историю, проблем, да? да, Потому что у вас же нет ни поручителей, рассказываешь. там ничего, у вас нет истории своей. То есть вы можете вот снять без Мгм. проблем. Да, можно снять. Но в очень хороших, например, в очень дорогих районах Мгм. первое время, конечно, ты не Мгм. снимешь. Но да, Мгм. в нормальном, хорошем Мгм. районе, в Как нормальном вот среднем в районе плане можно снять. языка у вас проходит адаптация? У вас был язык английский? И Мгм. базовый есть. Тут еще очень хорошая программа. Я сейчас Мгм. учусь в институте Лейк Вашингтон. Получается, за семестр $25. Это за 3 месяца Это $25. Это бесплатно. очень-очень дешево. Это Да, бесплатно. это бесплатно. Да, и самое такое, то, что когда у тебя Мгм. есть бенефиты, ты прикладываешь свой бенефит, тогда ты В вообще Америке, ничего не да, ребята, в оплачиваешь. Америке Получается, это выгодно быть бесплатно. бедным. Бесплатная И, медицина. ну, выгодно, не выгодно, нет, выгодно, не Ну выгодно, да. но пока действует, когда у вас нет разрешения на работу, да, когда у вас, вы в статусе беженца, да, Конечно. можно Да. воспользоваться теми услугами,
да, теми возможностями, которые дают. Но когда вы найдете работу, вы начнете уже работать, Да. все, это уже Вам все уже нужно автоматически страховку, да? уже За убирает. медицинскую и за все Да, придется да, да, да. платить. Но Мгм. я думаю, что это справедливо, если вы работаете, если вы уже действительно да, встали Да, на конечно, ноги, это почему бы очень не справедливо. начать платить и Да, государство да, тоже. да, Мгм. конечно, это очень правильная А как дети позиция. проходят, как у них проходит адаптация? У детей Мгм. хороший язык у них хороший, и а, вот у меня двое детей, получается, дочки и сыну предоставили, они занимаются английским Мгм. 2 часа, по-моему, в день. А, Среди учителей есть как репетитор, как есть классный руководитель, и именно вот Мгм. у наших детей есть еще и репетитор, помимо этого, который занимается отдельно, именно Бесплатно. только с английским языком. Бесплатно, да, конечно. Они уходят в школу в 8 и приезжают на школьном автобусе в 3:40. Мгм. 3:40. И им очень все понравилось. С первого дня они сказали там, это Они очень как в маленькие у садике вас? Маленькие, да? сказали. А, Они ходят в Начальные. elementary school, это Мгм. получается Третий и 3 класс пятый класс. и Как 5 вы класс. поступили в университет? Это языковые Третий. курсы при нем? Или это бакалавриат? Это языковые Это курсы. языковые курсы. Это языковые Мгм. курсы, да, языковые курсы. Просто приходите, сдаете тест, Мгм. определяют ваш уровень Мгм. и, И распределяют. Мгм. и, А, по, а по, и фудбанком, вот пишут, распределяют. фудбанком пользуетесь? Нет, Вы можете пользоваться? Что такое банком не фудбанк? пользуемся. Давайте. Ну, здесь говорят, есть, ну, да, как Фудбанк, это, по-моему, ты приходишь, и это не обязательно быть малоимущим, по-моему, да, любой может человек прийти и взять В день. определенное количество продуктов. В Нет, неделю. ну, наверное, То в есть каждый неделю, день я не нельзя ходить? знаю, в день. Мгм. Ясно. Да, да, Ну, да. корзину, как это Да, называется, минимальная, да, вот этот вот минимум еды, да, которую да, вы да, можете да, взять для да, семьи, наверное. чтобы поесть, не остаться голодным. Мгм. Мгм. Да, ну мы так Почему? не делаем. У нас есть и Да. так нам дают бенефиты. Я думаю, более-менее еще Мгм. нуждающие люди, да, Мгм. наверное, Мгм. Ну, здесь пишут, тут я просто. слышала, что на неделю или две. Мгм. Так, про адаптацию я спросила, про язык спросила. Ну, вы нам очень подробно рассказали, Евдокия, вообще переход, да, очень ценный эфир тоже получился. Я думаю, что мы его сохраним обязательно. Если у вас есть вопросы сейчас, пожалуйста, вы можете, еще у вас есть время их задать, Евдокии. Евдокия, у вас есть какой-то совет слушателям, людям, которые вот сейчас смотрят эфир и думают, вот, надо бы мне что-то такое вот решиться? Какой был бы совет от вас? Наверное, если они решились ехать, если это их решение, да, сильно много не читать Мгм. информации, найти Да. какой-то определенный один канал, сильно себя не накручивать и быстро принимать решения. Если сильно долго Мгм. думать, то это может Мгм. затянуться. То есть нужно э, действовать, да? Что-то делать. Если вы решились уехать. Действовать, да. И если я думаю, если ты не согласен, да, если, ну, понятное дело, что творится в нашей стране, да, а, Не думаю, стоит. здесь долго думать Не стоит. не стоит. Ну, в нашем Да, случае. действительно. Наш фонд призывает людей, семьи молодые, особенно мужчин, воспользоваться этой возможностью и попробовать этот маршрут тоже. До этого мы рассказывали о Монголии, о Казахстане. Вот сейчас про США. Пожалуйста, подумайте, почему нет. Можно переждать, можно всегда вернуться, если будет такая возможность. И с Александрой мы обсуждали вопрос, что, возможно, границы закроют в ближайшее время. Мы никого не пугаем, конечно. Но, тем не менее, как мы видим, ситуация лучше не становится, она только ухудшается, да, в обратную сторону. Ну, здесь спрашивают, так, ну, до этого был вопрос про кейсы, да. Что-то, какой кейс должен быть, или шаблон кейса, да. Вообще есть понятие шаблон кейса? Шаблона нет,
шаблона нету. У каждого человека своя история, все индивидуально. Да? Кого-то преследуют по национальному признаку, кого-то преследуют по политике. Сейчас в России даже за цвет одежды возбуждают, да, административные дела, потом это доходит уже в уголовные дела, за значки, по-моему, да. Ну и кейсу, почему процент одобрения у россиян большой? Потому что есть много прецедентов. К кейсу обычно прикладывают прецеденты по той стране, откуда там. У россиян хорошие Ну шансы. и да, мы своим подписчикам говорим, нашим активистам тоже, что мы пишем письма поддержки от нашего фонда. Если вы посещали наши митинги в Якутске, если вы получили штраф, у нас штрафницы тоже были, да, девушки, женщины. Если вы получили штраф, на вас завели административное дело, все это мы прикладываем к кейсу. По-моему, даже после первого административного дела это уже второе уже уголовное. Да, если да, вот и административное дело, и письмо от нашего фонда очень сильно, ну как сильно усиливают, да, усиливают кейс. Якутяне получали визы и в Южную Корею, и в Америку тоже вот переходят они спокойно, в других странах. Поэтому, если у вас есть доказательства того, что вы участвовали в наших митингах, если у вас были одиночные пикеты, есть фотографии, есть доказательства, если вам звонили из полиции, из ФСБ, допустим, да, то мы все это расписываем в вашем кейсе, в вашем письме, в вашей истории, и все это помогает человеку получить политическое убежище. Вот уже второй раз задали вопрос, как найти поручителя, а Евдокия уже отвечала. Евдокия, как вы нашли конкретно? Вы как нашли поручителя? Телеграм-чата Незнакомого человека. через земляков. Незнакомого человека. Можно найти в Фейсбуке. Как правило, те, кто уже давно, с 90-х годов, да, возможно, они становятся поручителями. Совершенно, да, совершенно бесплатно. Спасибо большое, Евдокия. Давайте мы все поблагодарим Евдокию. Удачи вам. Да, я надеюсь, что у вас прекрасно пройдет ваш суд, да, и все у вас получится. Вы большие молодцы. И нам, пожалуйста, отправьте контакт вот. Да, контакт отправлю по Тихуане, недорого, где можно остановиться. И как-то немножко сориентироваться, да, в Мексике. Все, спасибо большое, спасибо за эфир. Пишут, мы сохраним эфир и выложим его у нас в Инстаграм и в Ютуб. Спасибо, Евдокия. Пока. Пожалуйста.